Исянмысыз, дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем наше кулинарное путешествие по районам Республики Татарстан. И сегодня мы в Кукмарском районе. В районе, известном на всю Россию своими валенками и казанами. Кукмарский район расположен в северо-восточной части предкамья Татарстана на границе с Кировской областью и Удмуртией. По историческим данным, люди здесь поселились 700 лет назад. Общая площадь района составляет 1493 квадратных километра. Территория вытянута с севера на юг. Районный центр – поселок городского типа Кукмар. Расположен в 120 километрах от столицы Республики Татарстан, города Казани. Численность населения более 52 тысяч человек. 17 тысяч проживают в самом Кукмаре, остальные 35 тысяч в сельской местности. В старину Кукмар был центром кустарных промыслов. Особенно славились здесь мастера по обработке шерсти и дерева. Сейчас Кукмарский район славится на всю Россию своими валенками и казанами. Древняя, старинная, самобытная, теплая, удобная, а нынче еще и красивая и стильная обувь – это все про валенки. Те самые, которые ранее были не подшиты старенькие, а сейчас от фасонов и расцветок которых глаза разбегаются. В исторических книгах о Кукмаре впервые упоминается в начале 17 века в связи с появлением медиплавильных заводов. Медиплавильные мануфактуры занимали большое место в промышленности того времени. Побывать в Кукмаре и своими глазами не увидеть, как изготавливаются настоящие кукмарские казаны и сковородки, я не мог. Поэтому я здесь, на заводе, где все это льют круглосуточно и всего лишь 2 дня выходных в году. Литая посуда из алюминия производится способом кокильного литья формы. Это наиболее качественный и экологически чистый вид литья. Дорогие друзья, перед вами то самое сырье, это алюминиевая чушка, из чего льются ваши любимые казаны и сковородки. Специальный сплав для пищевой посуды. Толщина стенок в такой посуде от 4 до 6 мм. Такая посуда надежна, долговечна и без деформаций во время эксплуатации. Дорогие друзья, мы по-прежнему в Кукмаре, и я с удовольствием представляю сегодняшнюю нашу гостью. Заслуженный работник культуры, директор Краеведческого музея Кукмарского района Давлетшина Лябюдапа. Исянмысыз. Исянмысыз, Руслан. День добрый. Я вам принесла подарок. Это кукмарский бренд, изготовленный в нашем районе. Вау. Валенки. Это же мечта моя. Бигзур Рахмет. Еще второй подарок. Это комплект для бани. Это, надеюсь, подойдет вам очень. Почему валенки, почему эти изделия? Если вы обратили внимание на герб наш Кукмарского района, там изображены валенки. И валенки как раз-таки примерно такого размера и белого цвета. Можно сказать, с герба Кукмара. Подарок. Бигзур Рахмет, большое спасибо. Отрывает спасибо. сердце с герба. Рахмет. Лябюдапа, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом вы сегодня к нам пришли? Мы сегодня будем готовить опять-таки кулинарный бренд Кукмарского района вок-балиш из полбы. Вау. Это его называют элюш. У нас еще пекут и большой балиш из полбы. Полба, между прочим, она у нас в районе растет. Крупу тоже изготавливают в нашем районе. Мы это тоже как гостиниц вам передаем. Рахмет, спасибо. Рассказывайте, как начинаем? Сначала мы готовим тесто. Берем маргарин. Ложку, пожалуйста. Так, ложечку. Ложечку. Ага. Она у нас размягчен маргарин. Сюда добавляем воду. Так. Воду добавляем и Масло. солью чуть-чуть. Сколько примерно мы воды добавили? Мы примерно воды добавили где-то 150 грамм, а маргарин у нас 200 грамм. Соль по вкусу. Соль по вкусу. Это на глаз мы делаем. Мука должна быть. Так, пожалуйста. Муку тоже делаем на глаз. Я обычно работаю, тесто делаю руками, потому что ощущается тесто, готовность теста.
И вот так размешиваем. Получается у нас пресное тесто. Прежде чем начинать готовить тесто, мы намочили полбу. Да, вот, кстати, я на нее смотрю. Я уже перед съемками хотел уже съесть эту полбу. Мне сказали, Она нельзя. уже готовая. Уже готовая. Можете попробовать. Что за тут мясо мы, также кстати, используем? Мы готовим из жирного. Можно говядина, можно и Баранина. баранину можно. Только она должна быть очень жирной. Потому что у нас крупа, она впитывает весь жир и отдает свой сок. Позвольте, я вам помогу, а? Потому что если получится вкусно, потом скажете, что вы одна готовили. Так, получается? Получается. Мы доски поменяем. Я буду Так. с тестом работать, а вы будете нарезать мясо. Мясо. Я рад. Так, ну Можно все. заодно и лук. Так, с удовольствием. А вы раскройте нам секрет названия вот, города Кукмар. По легенде, говорят, основатели поселения Кукмара – это марийцы. И название произошло от марийского слова Кукмар. Кугу – большой, мар – Мари, большой Мари. А вторая версия – Кок-Мари – это значит два марийца. Ну, как всегда, марийцы основали, а живут татары. У нас район многонациональный, это 78% татары живут, 11% удмурты, 9% русское население у нас и 1,9% марий. У нас в районе даже марийская школа есть. Марийцы никуда не уходили. В 1728 году у нас начинается строительство медиплавильного завода. Его поставили, выбрали место, оно оказалось не совсем удачное, на речке Анцуп, около деревни Янцобина. Часть плотины до сих пор сохранилась, подошва этого завода маленького, он там недолго существовал, лет 10, наверное. А потом из-за недостатка воды перенесли этот завод, вот где у нас сейчас Кукмар стоит, на речку Нурминка. Сюда построили в 1741 году, начинают строить, в 1743 году уже получает первую медь. Тогда у нас район Кукмар входил в Мамадышский уезд, и в этот период в Мамадышском уезде было 346 приисков, где добывали руду. Как вы информированы, ребята, поудивляюсь. Ну, сразу видно, работник музея, все цифры помните. Ну, население Кукмара сейчас сколько? Население Кукмара у нас сейчас 52 тысячи. Растет с каждым Около. годом. Ну, растет, да. Рождаемость у нас большая. То есть все условия для жизни Все есть. условия для жизни есть. Не только для жизни, у нас есть условия и развиваться, и отдыхать. Как видите, вот мы находимся сейчас на излюбленном месте Кукмарская гора. Горнолыжный курорт, можно сказать, местный, дорогие друзья. Излюбленное место отдыха кукмарян. Основатель этой горы Александр Андреевич Стрельников долгое время и очень много сил отдал для создания для устройства этой горы, для занятий с детьми. Когда он приезжал, моему сыну он был в 3 классе, дочке было 6 лет, дочери было 6 лет. И это они первые его ученики. Вместе они где-то вырубали ненужные деревья, строили трассу. И вот с этих пор, сыну сейчас 43 года, эта гора действует. Сын по-прежнему занимается на лыжах? Сын по-прежнему занимается на лыжах, дочь работает тренером на этой же горе. А школа есть специальная здесь, обучающая вот этому виду спорта? Этому виду спорта обучают у нас 2 тренера при спортивной школе «Зеланд». Сборная Республики Татарстан состоит из 10 ребят Кукмарской школы «Зеланд». Браво, браво, браво. Мы по-прежнему находимся в Кукмарском районе и готовим настоящий кукмарский бренд «Вак-Балеш». Помогает мне сегодня заслуженный работник культуры Лябюда Давлетшина. Так, мясо у меня готово. Его сейчас смешаем. Так, добавляем к полбе и луку. Так. Добавили, сейчас мы его перемешаем. Будем солить? Солили уже. Уже, да? Лябюда, расскажите, пожалуйста, вот откуда вы взяли рецепт приготовления «Вак-Балеш», который мы сегодня готовим?
Это не секрет, это из поколения в поколение передается. Испокон веков на Кукмарской земле готовили с полбой балиш. Ну, естественно, готовят еще и с картошкой. Но кто чего предпочитает. Но полба, она намного полезнее, чем картофель. Она у нас готова сейчас. Да, полба очень полезная, для диабетиков очень хорошее блюдо получается. Она у нас вот сейчас готова. Сейчас можем приступать к тесту. Так, начинку все уже. Начинку сделали. Так. Мы сейчас кружочками нарежем тесто, раскатаем мы его. И потом будем закладывать начинку. Так, пожалуйста. Бисмиллахиррахманиррахим. Лябедапа, здесь так очень красиво, такой замечательный лес. Откуда такая красота? Этот лес рукотворный он. Начиная с 1963 года эти пустые горы начали засаживать. Доводили задание в каждой школе по 10 тысяч за сезон посадить саженцы. Они были малюсенькие, по 10 сантиметров. И каждое предприятие выполняло свой заказ. И вот ежегодно, это где-то около 20 лет, высаживали. И знаете, площадь этого леса 91 гектар. И все это сделано руками кукмарцев. Кукмарян. Кукмарян. И Молодцы. всё это, да. Мы сейчас начинку Так. закладываем в наш кружочек. Кружочек такой получается большой, сантиметров 10-12 в радиусе. Да, сейчас его мы собираем. То есть в Кукмаре хоть и называется вак балиш, на самом деле балиш-то хорошенький. Съешь таких два, и все, можно не есть неделю. Можно и один приготовить побольше. Ага. Но это балиш получится уже. Это вак-балиш, но Большой. размером побольше. Вот Так, это. позвольте, а крышечка будет? Крышечка, вот она уже Опа. готова. Так, Сейчас мы его... все это собираем. Вы заметили, да? Я тоже пытаюсь как-то помочь. Вкуснее будет. Так. Ну, Мы его украшаем чуть-чуть. Так, чтобы красивше было, мы еще вот такой кружочек сюда, вершинку вот. сделаем. Первый вак балиш по кукмарскому рецепту готов. Ну, готов только наполовину. Так, мы берем тот самый кукмарский противень, на котором хорошо готовить. Так, секундочку. И Лябедапа с удовольствием Начинаем делает мы второй вак балиш. вак-балиш. Расскажите, пожалуйста, вот сколько лет вы работаете в музее и вот когда он появился на свет? Я работаю в музее 1996 года. То есть Сколько будет? 20 лет скоро будет уже? Скоро будет, да, 20 лет. Кукмарский музей открыли к юбилею победы, 50-летию победы над фашистской Германией по просьбе наших ветеранов. Для этого освободили здание, очень красивое. Оно, купеческий дом, это здание, остался от валяльщиков Радыгиных. И включив в 1997 году свод памятников, архитектурных памятников Республики Татарстан, в 2000 году добилась выделения средств на реставрацию здания. В самом центре Кукмара находится краеведческий музей. Если вы оказались в Кукмаре, то обязательно посетите это место. Вы не пожалеете. Тут много интересного. Если слева от меня обычная телега, то чуть дальше самый настоящий тарантас. Именно на нем купцы ездили на работу, ну и просто катались по городу. В коллекцию музея входит более чем 5000 предметов. В музее можно познакомиться с историей края с древнейших времен до конца 20 века. Об истории Кукмара, насчитывающей около 700 лет, рассказывают в основном документы, фотографии, этнографические и бытовые предметы. Когда начинала работать в музее, разговаривала с специалистами, с историками, они говорили, да что там в Кукмаре есть, там тайга была. Завидовала своим белой завистью коллегам арским, белярским, булгарским. У них есть где развернуться, есть что показать, а у нас в Кукмаре была тайга. Когда мы начали работать, искать вот эти, собирать экспонаты,
изучать историю нашего района, оказывается, не менее интересный наш район. Очень интересны были предприятия. Так, давайте один я попробую собрать. Давайте. Сейчас, секундочку. Предприятие рассказывал 1728 год начала строительства медиплавильного завода. Завод существует до 1852 года. Он сгорает. Его уже не восстанавливают. В это же время начинается у нас производство валенок. Основатель этого производства Василий Комаров с его двумя сыновьями. Открывает он валяльное производство. Это где-то с 1860-х годов. То есть более 200 лет уже здесь производят валенки. Более 200 лет, да. И в это же время, получая продукцию медиплавильного завода, у нас начинают изготавливать володины, самовары, изделия медной посуды. Ребята, расскажите, пожалуйста, какие-то исторические здания сохранились в наше время? С тех еще моментов, когда работали купцы здесь, когда был завод литейный? От завода литейного оставался дом Володиных. Он, к сожалению, у нас был деревянный и сгорел. Сохранились родовой дом братьев Радыгиных, где сейчас находится краеведческий музей. Он двухэтажное здание 1870-х годов. Сохранилось также родовой дом братьев Комаровых, часть здания валяльно-войлочного комбината. Есть водонапорная башня Шухова 1930 года. Сохранились две соборные мечети в селе Мешкаря, которые построили Утямишевы, знаменитые купцы. Когда мы начали заниматься историей этой деревни, мы наткнулись на очень большую родословную. Родословная она была арабскими буквами написана. Обратились к специалистам, чтобы они нам расшифровали эту родословную. С этой родословной Утямишевой, купцы первой гильдии, второй гильдии. И мы дошли до Чингиза Тарикуловича Айтматова. Родословная оказалась Чингиза Тарикуловича. Когда начинала работать, еще работала не в музее, прочитала где-то информацию, якобы дед или бабушка Чингиза Тарикуловича из Кукмарского района. Я думала, это утка какая-нибудь, не поверила и внимания не обратила. Оказалось все правдой. Оказалось все правда. Оказалось, что дед Чингиза Тарикуловича Хамза ушел из этой деревни в поисках счастья. А у нас тем временем красивые вак-балиши готовы, и мы отправляем их в печку и затем будем пробовать. А пока готовятся наши вак-балиш, мы с удовольствием посмотрим выступление танцевального коллектива «Щащкалярь» прямо здесь, на нашей красивой поляне. Для начинки заранее замоченную полбу перемешали с нарезанной на небольшие кусочки говядиной. Добавили мелко нашинкованный репчатый лук, посолили и как следует перемешали. Затем из маргарина, воды и муки замесили достаточно крутое тесто. Далее тесто разделили на небольшие кусочки и раскатали их в лепешки, величиной с чайное блюдце. В середину каждой лепешки положили начинку, края приподняли и защипали в сборочку, оставляя в середине беляша небольшое отверстие, которое затем закрыли маленькой лепешкой. Приготовленные таким образом вак-беляши выложили на противень и отправили выпекаться на 40-50 минут. Если вы не успели записать рецепт нашего блюда, не расстраивайтесь. Мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии ваших любимых блюд и готовьте вместе с нами.
Вак-балеш по-кукмарски наконец-то готов. Вы так его красиво готовили, что скорее захотелось его попробовать. Итак, опа, осторожненько, все горячо. Раскладываем. 40 минут примерно мы его готовили в печи. Так, бисмилля-рахман-рахим. Опа, осторожненько. Тем временем я буду наливать чай. Опа, Чай у нас с мелисой будет фирменный чай. из самовара, Так. который также изготавливался самовар в Кукмаре. Да, кстати, обратите Это внимание. братья Володины изготавливали такие самовары. И добро пожаловать. Так, Это вам чашечка, ага, это ваше. это мое. Бигзур Ахмед. Итак, все у нас готово для того, чтобы попробовать наконец-то кукмарский вак-балеш. Какой вам больше нравится? Давайте. Осторожненько только. Он такой мягкий. Как обычно его разламывают или сразу кусают. Как хотите. Можно По желанию. крышечку открыть, А, крышечку ложечкой открыть? съесть маленькой. А. Но удобнее, наверное, кусать с края. Ну, Попробуем. бисмилля-рахман-рахим. Майра. Чувствуете вкус крупы? Настолько вкусно, что чувствуете здесь вкус и крупы, и кукмарского Мясо. гостеприимства, и ваши кулинарные способности. Все здесь, вот в этом вак-балеше. Браво, рахмет. Хермет Эдеслар, сегодня благодаря Лебедей Давлетшине мы узнали, что Кукмар это не только столица валенок и металлопосуды, но здесь еще очень вкусно готовят. По крайней мере, вак-балеш, ну, исключительный. Бигзур Ахмед, большое спасибо за приглашение и за угощение. А мы, в свою очередь, приглашаем всех желающих приехать к нам в гости. У нас не только валенки, не только сковородки. Есть где отдыхать. Добро пожаловать. Кукмарский район ждет вас. Это была программа «Секреты татарской кухни» и наши любимые районы Республики Татарстан. Сау болот, достлар. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.